Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости». В студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Депутаты приняли бюджет города на следующий год. На заседании Совета округа рассмотрено и утверждено более 15 вопросов, важных для Инты и жителей. 13 юных интинцев получили паспорта. Торжественная церемония прошла в День Конституции Российской Федерации. Торжественные встречи, утренники и много подарков. Город готовится к новогодним праздникам. В музыкальной школе обновляется материально-техническая база. Депутат Госсовета Республики Коми исполнил наказ детской школы искусств. Интинские депутаты собрались на итоговом заседании Совета округа. Внесены последние изменения в бюджет города. На этот год принят главный финансовый документ Инты на следующий год и плановый период до 2026 года. Также рассмотрят ряд других важных для Приполярья документов. Первый вопрос в повестке заседания о принятии устава муниципального округа Инта. Документ является своего рода малой конституцией нашего Приполярья. Присутствующие на сессии депутаты проголосовали за него единогласно. В представленном проекте устава не меняется ни структура органов местного самоуправления, ни срок полномочий органов местного самоуправления, ни количество депутатов Совета. 19 апреля 2023 года Государственным Советом Республики Коми принят закон о наделении муниципального образования городского округа Инта статусом муниципального округа и внесением в связи с этим изменений в закон Республики Коми о территориальной организации местного управления в Республике Коми. Муниципальное образование городского округа Инта наделено статусом муниципального округа, в связи с чем устав округа Инты подлежит приведению в соответствии с названным законом. Проект устава муниципального округа подготовлен в соответствии с Конституцией, Федеральным законом об общих принципах организации местного управления в Российской Федерации, прошел процедуру предварительного рассмотрения и согласования в Управлении Министерства юстиции по Республике Коми и в прокуратуре города Инты. Несколько вопросов, рассмотренных на заседании Совета, касались утверждения призов в денежной форме для одаренных и талантливых детей, обучающихся в образовательных, культурных, спортивных учреждениях. Размер приза увеличится с 4 до 10 тысяч рублей. В связи с тем, что сумма увеличена в 2,5 раза, по меньшей мере целевая установка для детей, мотивация должна быть тоже увеличена, почти в 2 раза, И вот смотрите, что у нас получается. К сожалению, за последние 5 лет количество детей именно общеобразовательных организаций, целевые стипендии, призы, теперь называются, мы даем детям общеобразовательных организаций, у нас уменьшилось на 17%. Это огромная цифра. То есть детей стало меньше. Количество надо уменьшать, чтобы повышать мотивацию ребенка. Всего в следующем году денежные призы в размере 10 тысяч рублей смогут получить 45 ребят, достигших успехов в образовании, спорте и культуре. В связи с проведением специальной военной операции депутаты внесли изменения в документ об увековечивании на территории Инты памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий и памятных дат. В решении определен срок, то есть увековечивать можно лица не ранее, чем через 3 года после их смерти. По историческим событиям там срок 40 лет стоит. В связи с событиями, которые у нас сейчас на зоне СВО проходят, хочется, наверное, и мы предлагаем этот срок в 3 года сократить, то есть по всей республике и по всей стране те ребята, которые погибли, школы, где они учились, школы инициируют установку мемориальных плит на фасадах зданий школ своих. Поэтому нам тоже хочется эту работу начать, причем 10-я школа уже планирует это сделать. Большинством голосов парламентарии одобрили проект бюджета на следующий год и плановый период до 2026 года. Как и в прошлые годы, он будет социально направленным. Доходная часть главного финансового документа Инты в 2024 году составит 2 миллиарда 136 миллионов 460 тысяч рублей. Расходная – 2 миллиарда 236 миллионов 637 тысяч рублей. Дефицит – около 1 миллиона. Также депутаты внесли заключительные уточнения в бюджет уходящего 2023 года.
Расходную часть мы уточняем на 380 миллионов 531 тысяча. Основные направления, на которые идет уточнение. Это, конечно, самое главное, это к нам поступила субсидия, только республиканские средства в ней весят 149 430, 149 миллионов – это субсидия на оплату исполнительных листов по жилфонду. Хочу подчеркнуть, еще раз напомнить вам, что республика нам компенсирует только жилфонд. Весь нежилой фонд остается на плечах расходов у муниципального образования. Плюс пени, штрафы и госпошлина все точно так же остается за счет средств местного бюджета. Поэтому к данному софинансированию, которое нам выделяет республика, там софинансирование 80/20, 80 субъект, 20 мы. На 24 декабря в 12 и в 13 часов в администрации города назначено проведение собраний граждан, на которых будут рассмотрены инициативные проекты. Детский сад, территория игры и здоровья, а также приобретение и установка зимней деревянной горки. Депутат Илья Николаев предложил обратиться к главе ИНТы с просьбой предусмотреть возможность в следующем году установить в здании мэрии интерактивный медиакиоск со сведениями о почетных гражданах ИНТы. Народный избранник Олег Меладзе вынес на заседание вопрос о выделении в администрации города служебного помещения для осуществления депутатских полномочий и обязанностей, в том числе введение личных приемов граждан. На интинских школьников, которым недавно исполнилось 14 лет, возложена большая ответственность за их дела и поступки. В День Конституции юным жителям Приполярья торжественно вручили паспорта. Документы, удостоверяющие личность граждан Российской Федерации, получили 13 ребят из разных общеобразовательных организаций ИНТы. 12 декабря в актовом зале 5-й школы прошла акция «Мы граждане России». Уже традиционным в День Конституции стало вручение паспортов Российской Федерации юным интинцам. Дорогие гости, добро пожаловать на торжественную церемонию вручения паспортов гражданина Российской Федерации. Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить важный момент в жизни наших участников. Они становятся полноправными гражданами нашей великой страны. В рамках акции в торжественной обстановке глава округа Владимир Киселев совместно с начальником отделения по вопросам миграции Ольгой Кузьминой вручили паспорта 13 подросткам ИНТы, достигшим 14-летнего возраста. Также юноши и девушки получили памятные брошюры и значки движения первых. Паспорт гражданина Российской Федерации вручается Гагарину Андрею Владимировичу. В приветственной речи руководитель администрации отметил, что теперь ребята несут ответственность как перед собой, так и перед теми, кто все эти годы окружал их заботой и вниманием. У них появляются новые права и обязанности. Дорогие ребята, педагоги, поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации. Конституция имеет особое значение в любом государстве. Развиваться, крепнуть и идти вперед может только та страна, у которой есть твердый фундамент, законодательный фундамент. Поэтому я поздравляю вас и желаю, чтобы вы были достойными гражданами нашей страны, нашей великой страны. Вы будущее этой страны и вы будущее нашей Родины. Также слово для поздравления школьников предоставили военному корреспонденту Марату Хайруллину, который гостил в городе. В рамках своего образовательного проекта «Мой северный город. Место силы» он ездил по городам Республики Коми и встречался с молодежью. Вы сегодня вступаете в большую жизнь, в такой момент, когда на нашу страну смотрит весь мир. Россию называют все философы, писатели мира, все называют всегда, во все времена, судьбоносной страной, потому что мы меняем судьбы мира. И вот сегодня происходят такие процессы, когда вся человеческая цивилизация, благодаря России, будет пойти по новому пути. Мы дали другим народам надежду на свободу. Наша страна великая, наша страна
В нашей стране живет великий народ, и вы становитесь полноправными гражданами этого великого народа. И сегодня на вас, между прочим, очень большая надежда, потому что на вас будет смотреть весь мир. Вот этот духовный свет, который в России, вам предстоит нести в свет, потому что наше старшее поколение постаралось дать вам все самое лучшее, что мы могли. Бывшая выпускница 5-й школы, сейчас учитель русского языка и литературы, а также солистка Дворца культуры и техники Екатерина Полуяхтова преподнесла ребятам свои поздравления. Я люблю тебя, Россия, дорогая наша Русь, нерастраченная сила. По завершению торжественной части мероприятия для ребят прошла деловая игра в честь 30-летия Конституции Российской Федерации. Администрация округа совместно с муниципальным расчетным центром «Городская управляющая компания» проводит акцию «Добросовестный наниматель». Интинцы, оформившие договор социального или коммерческого найма, могут оплатить счета заранее и выиграть ценный приз. Около 2000 интинцев являются нанимателями муниципального жилья в округе. Все они, оплатив имеющуюся задолженность и счет за нынешний месяц до 30 декабря 2023 года, могут стать участниками розыгрыша. Если вы являетесь нанимателем как коммерческого жилья, так и по договору социального найма и оплатите долги по найму за ноябрь месяц в декабре текущего года, а также имеющуюся текущую задолженность с учетом пени, либо заключите договор о рассрочке платежа, то вы можете стать победителем розыгрыша «Добросовестный наниматель» и получить ценный подарок. По условиям акции в декабре месяце вы получаете счет за ноябрь. Это касается нанимателей жилых помещений. Все, кто оплатят данный счет в полном объеме, включая пени, если они были, становятся автоматически участниками нашей акции. В январе 2024 года мы проведем розыгрыш, и победители, и будут определены победители нашей акции. Если у вас нет возможности оплатить в полном объеме до конца года всю задолженность, вы можете подойти и заключить соглашение о рассрочке. Мы с вами подберем вам индивидуальные параметры по погашению вашего долга и выделим еще дополнительный приз тому, кто из тех лиц, кто придет и заключит соглашение. Среди всех участников акции независимая компьютерная программа выберет 3 победителей, которые получат ценные призы, главный из которых – микроволновая печь. Меньше 3 недель осталось до Нового года. Город активно готовится к празднику. Традиционно для интинцев будет организован ряд мероприятий, торжественных встреч и утренников. От руководства Инты сотням детишек вручат подарки со сладостями. В Инте создан организационный комитет, который отвечает за подготовку и проведение всех праздничных мероприятий. Как и прежде, горожан ждет насыщенная культурно-развлекательная программа. Ежегодно накануне Нового года отличников, юных спортсменов и творчески одаренных интинских детей приглашают во Дворец культуры и техники. Для них организуют елку мэра. Это своего рода признание и награда за заслуги юных талантов, которые своим старанием достигли высоких результатов. Дед Мороз и Снегурочка планируют также навестить детей, которые находятся на лечении в больнице. Сказочные представления пройдут во всех учреждениях культуры. Накануне Нового года не останутся без внимания дети из малообеспеченных многодетных семей и участников специальной военной операции. В рамках благотворительной акции «Елка желаний» дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут тоже получить праздничный подарок или осуществить заветную мечту. Все желающие могут зайти на сайт елкажеланий.рф, посмотреть, какие желания уже сейчас есть, и принять участие, то есть подарить счастье какому-либо ребенку. Также отрабатываются вместе с нашими желаниями интинскими, то есть у нас есть ребята с той категории, которые обозначены, то есть это инвалиды, это дети участников специальной военной операции, это малоимущие и так далее, то есть есть социальная категория. И вот эти дети
которые отправили свои желания на елку-желания.рф. Эти запросы отрабатываются региональным аппаратом движения первых, и мы будем знать, какое желание придет нам в ИНТУ. То есть у нас будет желание список, этот список направляется в главу администрации Республики Коми, они отрабатывают, какие желания придут в ИНТУ, и потом уже будем смотреть, как мы будем реализовывать. То есть у нас должна быть по положению елка желаний, именно находящаяся в администрации, да, как это проходило ранее. И скажу сразу, что желания не как раньше. То есть у нас есть теперь ограничения, что нельзя, например, там какую-то технику, нельзя ноутбуки. Традиционно в последних числах декабря в Инте пройдут торжественные встречи руководства округа со старожилами и общественностью нашего округа. Открытие снежного городка на площади Ленина запланировано на 23 декабря. Фейерверков в праздничную ночь не будет, но от народных гуляний и концертной программы решили не отказываться. Новый год наш всеми любимый праздник, мы уже давно к нему готовимся, и мероприятия у нас традиционные. И охватывают все и социальные слои, и возрастные группы населения. Поэтому план сверстан. Мероприятия начнутся активные уже со следующей недели. Ну и самые основные, это, так скажем, торжественные. Да? 22 декабря у нас состоится праздничная встреча для ветеранов и старожилов города. 23-го мы откроем наш снежный городок, нашу елку, где будет и конкурс Дедов Морозов, и остальные интересные мероприятия и праздники. Традиционно елка для одаренных детей во Дворце культуры и техники со сказкой. Это будет 24 декабря. Встреча главы с общественностью, безусловно, подведение итогов. Это наше любимое мероприятие, где мы награждаем отличившихся и говорим, какие достижения у нас были за 2023 год. Это будет 25 декабря в администрации города. Ну, ночная программа, мы планируем, что она будет, пока надеемся, что все свершится, и ночная программа тоже будет. Вот, без салюта. И рождественский концерт, который завершает праздничные мероприятия. Новогодние подарки готовятся. Новогодние подарки будут тем же категориям, которым мы дарим их каждый год. Это и многодетные семьи, это и дети, находящиеся под опекой, дети, которые находятся в нашем приюте, дети одаренные, детки-инвалиды, маломобильные. Поэтому подарков будет очень много. Надеемся, что все будут охвачены. Организаторы праздничных мероприятий готовят для интинцев массу новогодних утренников и подарков, чтобы создать детям и взрослым Приполярья отличное настроение. Совсем скоро в центре города появится новый арт-объект. На площади Ленина началась установка большого светодиодного шара из гирлянд. Декоративная композиция в виде елочной игрушки украсит снежный городок и станет отличной фотозоной для интинцев. Светящийся шар – подарок городу на новогодние праздники от ПАО «Т+». Специалисты уже приступили к сборке конструкции. Светящаяся елочная игрушка состоит из нескольких отдельных частей, которые соединяются болтами. Ее удобно транспортировать и хранить. Каркас шара из прочного металлического сплава будет подсвечен иллюминацией. Гирлянды и дюралайт осветят окружающее пространство и лица людей, желающих сделать селфи на фоне арт-объекта со сказочной атмосферой праздника. Подобные новогодние украшения устанавливаются во многих больших городах. Они очень эффектно выглядят и потребляют минимум электроэнергии. Вся иллюминация сделана специально для России и рассчитана на морозные зимы с осадками. Размер арт-объекта впечатляет. Шар должен понравиться интинцам, как взрослым, так и детям. Накануне Нового года музыкальное отделение детской школы искусств получило ценный подарок – 2 новых баяна Тула. Преподаватели и их воспитанники в восторге. Они давно мечтали о современных ученических инструментах. Желание исполнил депутат Госсовета Республики Коми Александр Попов в рамках реализации проекта «Наказы избирателей». Ребята и их наставники уже оценили глубокий, насыщенный тульский звук и бас новых музыкальных инструментов. Преподаватели уверены в том, что с новыми баянами их учеников ждут многочисленные призовые места на конкурсах и фестивалях.
очень долго ждали эти баяны. Спасибо огромное. Всегда мотивирует детей учиться играть на новых инструментах, на свежих, на хороших. Соответственно, по размерам они именно под детей, то есть маленькие очень, под первый класс очень хорошо заходят. И так как сейчас очень много первоклассников, то мы очень их ждали. Еще недавно дети репетировали и выступали вот на этих советских баянах «Огонек» и «Рубин» 70-х-80-х годов выпуска. Как говорят преподаватели, настоящий раритет. Инструменты рабочие, но иногда они фальшивят и издают нечистые звуки. На конкурсах это, конечно, недопустимо. Они, конечно, пригодны, но всяко лучше играть на новых инструментах. Тульские баяны считаются одними из лучших музыкальных инструментов в этом классе. Они отличаются необыкновенно красивым тембром и превосходными акустическими возможностями. Большое внимание производители уделяют дизайну инструментов. Я в музыкальную пошел, когда я еще был в садике. Мне понравился этот инструмент, потому что тут много кнопок. Я люблю в детстве нажимать на кнопки. И вот тут я вообще этот инструмент полюбил и сказал родителям, чтобы они меня записали в музыкальную школу на этот инструмент. И на этом баяне, когда купили этот баян, мне стало как-то привычнее играть, так комфортнее. Чем на старом музыкальном инструменте. Да. А что на старом не так? Вот у него дырки вот тут, у него нет. Так мне легче играть. Мы очень благодарны Александру Николаевичу Попову, который нам помог в приобретении музыкальных инструментов. Мы очень счастливы и благодарны. Теперь мы будем с гордостью выступать на сценах нашей школы и на сценах ДК, ездить на конкурсы в другие города. Надеюсь, что это будет не безрезультатно. Преподаватели музыкального отделения детской школы искусств обучают игре на баяне детей, начиная с 6-7-летнего возраста. Ученические музыкальные инструменты отличаются от взрослых размерами и весом. Ребятам удобно учиться играть на них любые мелодии, от простых до самых сложных. Известный в городе солист, сотрудник Дома культуры «Октябрь» Андрей Федорко завоевал главную награду конкурса «Огни Печоры». В начале декабря певец участвовал в открытом фестивале, где его вокальные данные были высоко оценены. Статуэтка и диплом обладателя гран-при фестиваля «Огни Печоры-2023» заняли почетное место на стенде достижений сотрудников Дома культуры «Октябрь». Андрей Федорко хоть и является менеджером учреждения, но знаком интинцам именно как яркий и самобытный артист, участник многих проектов и шоу. Вокалом начал заниматься еще в школе с 7 лет. Пел сначала в большом, у нас был хор в 8 школе мальчиков. Сначала там пел, потом начал заниматься сольно там же в 8 школе. И потом уже в 2006 году уже приехал в Дом культуры «Октябрь» под руководством Лукинчук Елены Владимировны и начал уже заниматься здесь. Детское увлечение давно переросло в нечто большее. Обладатель тенора высокого мужского голоса сейчас не только выступает на концертах и является руководителем нескольких коллективов, но и участвует в конкурсах, хотя у Андрея Федорко нет музыкального образования. Песня всегда со мной по жизни идет, и уже на протяжении очень многих лет. Недавно участвовал в таких проектах, как «Интагон», который у нас проходил на сцене Дворца культуры и техники. В этом году мы с Екатериной Сомовой ездили в Нижний Новгород на международный конкурс «Щелкунчик» и привезли оттуда 2 первых места, она и я. И вот в декабре, вот сейчас съездил в Печору, уверенно
ехал за гран-при и вот привез оттуда гран-при. Слышишь песни о любви, но не знаешь про мои. Вечная заложница мечты, в этом виновата только ты. Тихо скажешь, выбирай, снова сделать шаг за край. И не слышать то, что говорят, если сделать шаг назад. В конкурсе «Огни Печоры» Андрей Федорко участвует в 3-й раз. До этого он становился лауреатом 2-й степени, но сейчас был абсолютно уверен в своей победе. В Печоре участвуют, мне кажется, все жители Республики Коми, потому что он открытый городской конкурс, так же, как и наша «Серебряная копытца». Исполнял песню Григория Лепса «Зачем тебе я?». Я ее пел на своем сольном концерте в марте. Свозил ее сначала в Нижний Новгород и решил с этой же песней съездить на «Огни Печоры». Номера Андрея Федорко отличает особая энергетика и подача. Он харизматичный артист, проникновенный голос которого затрагивает глубины человеческой души и не оставляет равнодушными. Как артист признается сам, все это достигается упорным трудом и подготовкой. Надо сначала песню разобрать по частям, как она идет. И потом уже напеваешь, разбираешь какие-то определенные моменты, где тебе тяжело, где тебе очень легко дается материал. И потом нарабатываешь это все со временем. Полностью копировать исполнителя я не стараюсь, потому что это называется пародия, а мы все-таки работники культуры и вокалисты, которые у нас в Инте, мы пытаемся петь именно уже в своей интерпретации. Есть свои моменты, которые я там использовал. 19-й открытый муниципальный вокальный фестиваль «Конкурс Огни Печоры» собрал достаточно большое количество наших артистов. Специальный приз достался Марии Михайловой, а ее группа эстрадно-джазового вокала «Рапсодия» стала лауреатами разных степеней. Вокалистка Дворца культуры Милана Радыгина отмечена как лауреат 2-й степени, а еще один вокалист Дома культуры «Октябрь» Андрей Семенов стал лауреатом 1-й степени. Но главный приз конкурса «Гран-при» достался именно Андрею Федорко. В прошлом году у меня не получилось ездить в Печору на конкурс из-за того, что мы ездили в Воркуту, и меня уже там практически чуть ли не ждали, чтобы отдать мне гран-при, потому что я хотел вести песню «Шамана встанем». А в этом году они, мне кажется, так как-то получилось, может быть, не знаю, как-то вот судьба сложилась, то, что они мне дали гран-при. На фестивале Андрей Федорко соревновался с коллективами и вокалистами из Печоры, Ижемского района, из городов Сыктывкара и Инты. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале, будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.